Новиков. Мы продолжаем программу. На этой неделе в Москве была принята новая федеральная программа по безопасности дорожного движения до 2020 года. Расходы на нее урезали в 1,5 раза до 32 миллиардов рублей. Казалось бы, сэкономили на безопасности. Но по большому счету программа хоть и должна быть, но обойтись можно и без нее. Как правило, тот или иной регион сам определяет, что конкретно ему делать со своими дорогами. Федеральный центр нам тут ни помешать, ни помочь не в состоянии. Вот как мы видим, вот так мы и делаем. А видим мы, надо сказать, не очень отчетливо. У нас, так сказать, транспортная близорукость. Близко видим, далеко не зрим. Давайте статистика. По стране самый знаковый показатель во всем мире – это количество погибших в расчете на 100 тысяч автомобилей. В Нидерландах, как видите, в год погибает 10 человек, в США 18, у нас 67. И это не только водители. Дело в том, что треть всех ДТП – это наезд на пешеходов. И четверть всех погибших на дорогах – это пешеходы. Проблема огромная. И решать ее можно по-разному. Как ее решают часто у нас в Казани. Возьмем участок дороги длиной примерно в километр, без перекрестков. У нас таких очень много теперь. Хорошо, если раньше пешеходные переходы находились друг от друга, хотя бы в 300 метрах. Хорошо, если они еще были оборудованы светофорами. Так, естественно, намного безопаснее для пешеходов. Давит обычно на нерегулируемых пешеходных переходах, когда один стоит, а другой мчится и не видит. Так вот, такая система, она вполне безопасная, со светофорами, конечно. Пешеход, находясь в любой точке, не посчитает для себя сложным пройти 100-150 метров до перехода. Наличие светофора наверняка сохранит ему жизнь. И вот теперь что мы делаем? Мы сносим все светофоры и устраиваем здесь нечто вроде магистрали, хайвея прямо в городе. Машины здесь теперь летают с космическими скоростями, пешеходам тут уже, как видите, делать нечего. Переходы мы сносим, конечно же, тоже, и принимаемся за нашу любимую риторику. Товарищи пешеходы, уж о ком мы позаботились, так это о вас, родных. Посмотрите-ка, больше не нужно носиться по проезжей части. Вот вам подземный пешеходный переход, или надземный, хрен редьки не слаще. Мы, товарищи пешеходы, о вас же заботимся. Потратили на него 30-40 миллионов. Вот тут вы настоящей безопасности. Автолюбители, конечно же, счастливы. Лети не хочу. Но пешеходам от чего-то не весело. Не пользуются спросом эти драгоценные конструкции. Их затапливает почти круглый год. Людям с колясками или на колясках жутко неудобно там. Там страшно ходить, в конце концов. И к тому же, вернемся к нашей картинке. У нас было 3 перехода на километр, а теперь остался только 1. И чтобы мне отсюда попасть сюда, на эту часть дороги, нужно пройти, наверное, целый километр получается. И мы называем это безопасностью дорожного движения. На деле происходит совершенно обратное. Люди перебегают дорогу абсолютно в неожиданных местах, калечатся и гибнут под колесами. Да, они нарушают правила, это наказуемо. Я сам водитель, и мне не доставляют удовольствия эти аварийные ситуации, создаваемые пешеходами. Но я понимаю многих из них. Мы не умеем читать город как книгу. Во многих случаях эти самые нарушители – это показатель того, что здесь что-то не так. Мы что-то неправильно сделали. И таких примеров по городу сотни. Давайте посмотрим, как это все выглядит на практике. Эльзира Юзаева с Казанских улиц. Чтобы побывать в шкуре пешехода, понять, как и чем он живет, нашим автолюбителям нужно хоть раз выйти из автомобиля и пройтись немного пешком. Ощущение, я бы сказала, малоприятное. Ты сразу становишься оппонентом, ты начинаешь защищать свои права, то есть права пешехода. Тебе непонятно, почему на твоей законной территории стоят машины. Казань сегодня сложно назвать городом для прогулок. Автомобили с каждым днем все больше и больше чувствуют свое превосходство. Им уже мало автодороги, они лезут на тротуары, на трамвайные пути, они заполонили дворы и переходы, улицы и проезды. Это самое настоящее восстание машин. И все это происходит с молчаливого согласия самых главных участников дорожного движения – пешеходов, людей, для которых этот город и создан.
Вот один из самых ярких примеров. Посмотрите, какая великолепная улица Декабристов. Дорога эта после капитального ремонта. Здесь убрали трамвайные пути, увеличили количество полос, дорога стала широкой, красивой, удобной. Опять-таки, для кого? Ну, конечно же, для автомобилистов. Еще до реконструкции этой дороги здесь стоял светофор и был пешеходный переход. Теперь его нет. Но, как говорится, привычка осталась. Люди переходят все равно эту дорогу в неположенном месте. Казалось бы, почему они рискуют своей жизнью и они даже не боятся штраф 500 рублей? Почему вы переходите дорогу? Вот я иду за вами, вы мне понравились. Серьезно? Ну, очень даже. Но здесь же нельзя переходить, вы же понимаете? Тоже для меня это аргумент, вы мне понравились. Для вас это аргумент. А вы почему переходите дорогу в неположенном месте? Здесь нельзя переходить. Пойдемте, там есть подземный пешеходный переход. Какой? Вы что ко мне пристали? Но здесь же нельзя переходить. А где можно-то? Ну как, вот смотрите, вот там есть подземный переход. Слушай внимательно. Да почему у меня нога больная? И по лестнице ходить мне тяжело, мне по прямой лучше. Да. Так вот я одна такая. Вот смотрите. Смотрите, вон там есть подземный пешеходный переход. Ну, а почему бы им не воспользоваться? А вот здесь удобно. Здесь? Конечно, да. Вы за. Да, честно говоря. Сейчас штрафы 500 рублей. Вы рискуете своей жизнью. Вы будете нас штрафовать? Нет, мы не будем штрафовать. Может, она нас убедила? ТНВ, Пойдем? да. Пойдете? Пойдете, идите. Идите. Спасибо. Самые главные аргументы. Так быстрее, так короче, так удобнее. Это привычка, которая сформировалась не вчера и не сегодня. Она сформировалась годами. Буквально в нескольких шагах стоит подземный пешеходный переход. Но человека очень сложно загнать под землю. Как говорят психологи, срабатывает некий психологический барьер. Кстати, в европейских странах подземные пешеходные переходы давно уже считаются моветоном, то есть дурным тоном. Это как бы атавизм коммунистического градостроительства. В Европе под землю загоняют не людей, а автомобили. Но нам до Европы еще далеко. Хорошо, если переход еще вот так оборудован, где всегда тепло, светло и уютно. Строительство подземных переходов – занятие дорогостоящее, а их эффективность весьма сомнительна. Но есть такие переходы, которые сами являются опасной зоной. Вот, к примеру, переход на улице Ямашева рядом с ДК «Химиков». Здесь всегда темно, неуютно, зябко и очень страшно. Это еще днем. А что творится здесь ночью? Может быть, лучше перебежать дорогу сверху, чем попасть сюда вниз. Подземные и надземные переходы в большом городе – это не панацея. Они принесли бы больше пользы обществу скорее на трассах, за пределами жилой зоны, где сегодня случаются самые непредсказуемые и самые страшные дорожные происшествия. Только вот в России все происходит наоборот. На трассах рисуют зебру. Вот участок федеральной трассы М7, рядом с поселком Щербаково-Казани. Ни один из водителей большегрузов или легковых машин не сбавил скорость и не притормозил при виде знака «Пешеходный переход». Здесь этот знак игнорируют. Пешеходы перебегать дорогу другого не дано. Вот где нужны подземные или надземные переходы. Вот этот вариант, казалось бы, самый оптимальный в городе. Регулируемые светофором переходы. Ступая на зебру, пешеход чувствует себя в относительной безопасности. Однако на практике дело обстоит иначе. Не каждый пешеходный переход оборудован светофором. По статистике, треть от общего числа наездов на пешеходов в России происходит именно на таких нерегулируемых пешеходных переходах. Согласно последним изменениям в Кодексе об административных правонарушениях, при разрешенных 60 км в час вполне безнаказанно можно лететь и 79 км в час. При этом общеизвестен тот факт, что при превышении скорости на 5 км в час риск попадания в ДТП удваивается. Еще плюс 5 – уже 70 км в час. И угроза возрастает в 4 раза. Вот весьма показательный участок, где улица Дементьева соединяется с улицей Декабристов. Это дорога без каких-либо ограничений, где действительно можно развить скорость до 80 км в час, причем безболезненно и безнаказанно. Здесь нет каких-либо препятствий в виде пешеходных переходов. Самый ближайший пешеходный переход находится на остановке Северный вокзал, а это метров 200 отсюда, не меньше.
На этом участке можно перейти через дорогу только в одном месте – по подземному пешеходному переходу. Больше негде. Хотя было время, когда на улице Декабристов стояли светофоры и были оборудованы пешеходные переходы. Сегодня людей опять загнали под землю. И все это происходит на законных основаниях. Еще в 2007 году были приняты изменения в ГОСТ автомобильной дороги. По новым правилам теперь пешеходные переходы можно строить через каждые 300 метров. Раньше норматив составлял 150 метров, что значительно облегчало жизнь людям. Вот, к примеру, это остановка на улице Дементьева. Автобусы подъезжают, пассажиры выходят. Только куда им идти? Пешеходного перехода здесь нет в принципе. Как будто бы люди, выйдя на остановке, должны тотчас испариться. В любом европейском государстве пешеход – это не просто участник дорожного движения, это главный участник дорожного движения. И его мнение очень важно при формировании дорожной инфраструктуры. В России же все наоборот. Пешеходов никто не спрашивает, они не выбирают дороги, по которым ходят. И примеров на самом деле масса, их огромное количество. Вот посмотрите, мы выходим из офиса и попадаем сразу куда? На проезжую часть. Здесь нет даже тротуаров. Где они? Буквально в нескольких шагах. Но ведь эти несколько шагов могут стать роковыми. Наверное, поэтому многие пешеходы не хотят следовать правилам, которые им навязали. Невинно полагают, что город все-таки создан для человека, а не для машин. Ильзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. Вот этот подземный и надземный переходный период в Казани, увы, только начинается. За последние 5 лет построено 40 таких переходов. Сколько их было и сколько еще в планах? Десятки. Каждый, напомню, 30, 40, а то и 50 миллионов стоит. Вот и умножайте. И главное, зачем? Безопасность? Ее нет, есть обратный эффект. Какую выгоду мы получаем в итоге? Специалисты, настоящие специалисты, которых обычно не спрашивают, не видят никаких выгод от демонтажа светофоров тех же. Человеку за рулем кажется, что это улучшает дорожную ситуацию. Он якобы движется быстрее. Но это иллюзия. Светофоры – необходимость в городе. Автолюбители могут забросать меня камнями, но чем больше светофоров в городе, тем лучше городу. Светофор – это дроссельная заслонка. Она не позволяет потоку скопиться в одном месте. Автолюбитель видит перед собой всегда только один конкретный перекресток и не может оценить ситуацию по всему маршруту в целом. Но какой смысл пролетать вот этот участок дороги на огромной скорости, чтобы просто встать на следующем? Здесь, как видите, та же самая пробка. Это как у Станислава Ежелеца. Ну хорошо, вы пробьете головой стену. И что вы будете делать в соседней камере? В европейских городах светофоров в среднем в 5 раз больше, чем у нас. И пробок меньше раз в 10. Потому что, вопреки расхожему мнению, снос светофоров ни к чему хорошему не приводит. И если это так, то тогда для чего это все? Чтобы автолюбителям казалось, что жить стало быстрее? Но, пардон, а кто главный в городе? Кто составляет большинство на дорогах? Пешеходы, они большинство. Им в первую очередь надо создавать удобства. Не загонять их в резервации, а строить адекватные наземные переходы. И вот не так вот просто нарисовали зебру на перекрестке и хватит. А вот так вот со светофором и с четкими знаками, конечно же. А иначе это зебра смертельная. Мы уже насмотрелись этих жутких аварий в интернете. И вот все это происходит не только от того, что не все пешеходы и водители одинаково адекватные. Это все от того, что мы сами кидаем людей под колеса машин. Скорости в городе все больше, светофоров все меньше. Все должно быть наоборот. И это не дискриминация автолюбителей, это азбучные истины городского планирования. Почти все, что я говорил не своими словами. Весь вопрос, кто кому мешает. Мы считаем, что пешеходы мешают машинам. Вот и весь сказ. Вот наш магистральный путь развития в никуда. Кстати, давайте добавим для идеальной картины еще и вот такую деталь на наш подземный переход. Это подсветка для темного времени суток. Используется практически всюду, но только не у нас. Все-таки дешевле, наверное, чем землю рыть или городить вот эти несуразные и издевательские надземные лифты для инвалидов. Вот об этой проблеме только в масштабе не только дорожной безопасности сразу после